Assalomu alaykum, hurmatli ekran oldidagi ko'raman do'stlar. Aldinglarda Qadam TV kanali taqdim qilib o'tgan Usul shaydalari programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Bugun bizning studiyada Sunshine usul maktabidagi badiiy rahbari, usulchi, xoreograf Anvarova Shahinur. Assalomu alaykum Shahinur. Xush kelibsiz bizning studiyamizga. Birinchidan studiya nomidan sizga cho'ng rahmat etamiz. Shundaq vaqtingizni bo'lib biz bilan suhbatlashishingizga kelganingizga cho'ng rahmatimiz aytamiz. Shahinur, sizga hozir birinchi qo'yadigan savolim o'zingizni tanishtirib o'tkasangiz, o'zingiz to'g'ri qisqacha ma'lumot bersangiz. Qani, marhamat. Ассаламу алейкум. Я Анварова Шахинур, Маржан Кызы. Родилась в селе Каратурок 1997 года. И с малых лет я интересовалась танцами. Можно сказать, что благодаря дедушке и бабушке, которые смотрели за мной с самого детства, я смотрела с ними разные телепередачи, еще вот с Урумчи привозили разные видеоконцерты. И вот среди них был один из моих любимых концертов, это концерт сольный Галапчан Гупура, где я увидела танец Турсна Ибраим. У него, как же называлась музыка? Ляля Риджаном называлась. Вот, и с этого момента я, можно сказать, целыми днями смотрела этот концерт, разучивала танец и каждый день сажала дедушку и бабушку и показывала им этот танец. И вот так вот родители, можно сказать, заметили мой талант. И когда я училась в 4 классе, вот вроде бы это 2004 год, кажется, или 2006, если не ошибаюсь, начались вот эти вот конкурсы гунча. И к нам в школу поступило объявление, где вот родители подали заявку. И с вот этим вот танцем Ляля Риджана я первый раз выступала. И первым моим педагогом, который скорректировал этот танец, именно под сцену сделал для конкурса, это была Аида Аюпова, которая преподавала в селе Чилик. То есть мои родители возили туда меня на репетиции. И первый конкурс проходил, первый отборочный тур проходил в Калинине, где я заняла призовое место в Гран-при, прошла во второй отборочный тур, и там уже у меня Михрат Аметов, мой брат, он повез меня в Уйгурский театр, мы там познакомились с Дильбер Пахридиновой, и благодаря ей я участвовала во втором отборочном туре. Она меня готовила с танцем Забахан. И с этого момента, можно сказать, я начала уже обучаться танцам профессионально. Благодаря Дильбер Пахридиновой я каждый раз ставила новые постановки. То есть у меня вот брат есть, Михрат Аметов, я думаю, все его знают. У него вот были сольные концерты, различные выступления, где я с ним выступала. И постоянно мы обращались к Дильбереде, и она нам ставила сольные номера. Да. Далее я закончила 9 класс. То есть до 9 класса я вот так вот, можно сказать, сольно выступала. Нигде в ансамбле я не ездила, так как я жила в Каратуруке. После того, как 9 класс закончила, я уже четко знала, что я поступлю в хореографический. Со второго полугодия, когда мы учились в школе, я начала готовить. Меня родители возили 2 или 3 раза в неделю обязательно на занятия к Дильбереде. Да, в Уйгурский театр. Мы там занимались гимнастикой полностью. Она меня готовила к поступлению в колледж. Также потом еще присоединилась к подготовке ее дочка Назгум Курбанова. И вот благодаря Дильбереде, Назгумеде, я поступила в цирковой колледж в 2012 году на грант. Это было, знаете, такое первое, можно сказать, достижение цели. Это была вот действительно мечта. Я с детства всегда хотела танцевать. Мне родители знали, что я пойду уже по этой дороге, потому что я буду танцевать. И они меня вот поддерживали с самых малых лет, поддерживали все мои выступления. И поступать нет, было несложно. Әнді қараң, қазір сіз өзіңіз мана шу ұсылын башылғанны татып, мана мұшы оқышқышан сөзлеп келдіңіз, Сіз өзіңіздің есіңізді бамы шу қанчы яшын татып сіз ұсылыны башылдыңыз?
Ешіңіз қаншыда болған? Өзіңіз етіп кетіңіз, азыр буыңызбен момыңыздың алдыда шунда ойнап берген дейді. Ошо ешіңіз қаншыда болған сізники? 5-6 yaşlar. 5 yaşlarda. 5-6 yaş болған деп едіңіз, шуныдан татып, сіз мана оқушыларға түшіп, әмді шу оқушқа түшіп, әнде оқушыны шу цирковой колледж деп қойдық бізде. Шу цирковойны бүтенгенден кейін, яғни сіз бір оқушыларға, яғни бадыңыз ма? Я болмаса, чоң республикалық, чоң дәрежелік конкурсларға қатнаштыңыз ма? Шулар тоғырлық сөйлеп берсеңіз. Да, конечно. После того, как я закончила эстрадно-цирковой колледж, там же у нас идет образование как артист народного танца, ансамбля народного танца. И дальнейшая моя задача была это отучиться на педагога-хореографа, так как в колледже мы получаем практику, а далее теорию мы получаем в Жургенова. И сразу, как я закончила цирковой колледж, начала подготовку в Академию Жургенова, но, честно сказать, было страшно. Многие меня отговаривали, говорили, что вот, маленькая ростом, не поступишь. Очень было отговорок. Қиын болды деп сізні елдің кәнегі татты дейсіз ғой. Да. И вот тогда я познакомилась с Гульнарой Исуповной Саитовой. Гульнара Саитова, блин. Она мне сказала тогда: ты что, иди, говорит, поступай. Вот, наверное, вот эти ее слова наставления мне дали большую мотивацию. И вот так получилось, что я туда тоже, представляете, попала на грант среди 10, кажется, поступающих. Вот прошла на грант и вот закончила академию. И как раз-таки самое интересное вот началось в академии. Я застала всех мэтров, педагогов, которые были и сейчас там преподают. Это Наталья Львовна, Айгуль Муратовна. Если вы знаете, вот сестры Габасовы есть, основатели современного танца. Гульмир Надымовна была. И то есть вот я училась у самых таких классных педагогов, и благодаря этому на сегодняшний день вот есть и я, есть этот педагог-хореограф. Со 2-го курса я начала работать. То есть я вообще танцевала очень мало. Өзіңіз аз ойындыңыз ұсылыны. Өзіңіз бір ансамбльлерді ұсылы ойындыңыз мұ сіз? Мұнаған әткен азыр біздің ұсылшыларымыздың тарихларын етіп өтіп атқанда, мен мұндақ ансамбльді башылдым. Бұл ансамбльді керіп, мұны ансамбльді ойындым деп, бізге жықарақ ұсылшылы сөкпәт бәді. Әмді сіз мұ өзіңіз бір арманлыған, я болмаса мұш ансамбльді ұсылы ойындығын ба деген бір ансамбльлерді ойындыңыз мұ ұсылыны? Как ранее я и говорила, свою танцевальную деятельность я начала именно с сольных номеров. Когда поступила в цирковой колледж, я не танцевала нигде. То есть я была сосредоточена именно на учебе, и нам не рекомендовали выступать на различных ансамблях. После того, как я закончила цирковой колледж, поступила в академию, так, в начале 2-го курса мне позвонил Реймака Хамраев. То есть до этого мы были знакомы, и как раз намечался сольный концерт Саням Исмаил, где как раз мы познакомились. Вот, и тогда там руководила полностью постановками всех танцев Мукарям Шаимовна. Вот, и нас, меня, далее моего одногруппника Сайпидина, Дильдара, нас вот с академии пригласили туда выступать. То есть, можно сказать, собрали новый ансамбль, который мы вот в процессе репетиции назвали «Перваз». И вот там я немного потанцевала, где-то, наверное, полгода. Мы вот выступили на сольном концерте. И после этого вот мы сблизились с Мукарям Шаимовной. Можно сказать, что с этого момента Мукарям Шаимовна уже по сегодняшний день она мой наставник. И далее я уже продолжила больше как педагог работать. В конце 2-го курса мне поступило предложение устроиться на работу в детскую школу балета. Это была как раз первая детская школа, которая открылась в Алма-Ате. Эта франшиза пришла с России, она называлась «Лил Балерин». Нам дали программу, по которой мы будем работать. И как раз-таки все предметы, которые мы изучали в академии, именно классический танец, народно-сценический танец, казахский танец, мы все это изучали в теории же, все это я потом здесь применяла в работе с детьми. То есть нас там обучали именно, как работать с детьми,
И получилось так, что я училась, получала теорию и применяла все это сразу в практике. Балла арқылық шу практиканы шөді өттім дейсіз Да. осынеке, оқыған әміз. Да, и потом дальнейшие все свои практики я проходила у себя на работе. Там я проработала 3 года. Далее я в конце 3-го курса вышла замуж и устроилась в детскую школу балета, балетики называется. До декрета я работала там педагогом-хореографом. В основном там преподают детям с 3 лет до 15 лет. И вот получается, я вот крутилась в этой сфере, именно росла как педагог-хореограф. После того, как я вышла с декрета, я снова хотела преподавать. Как раз объявила набор, и тут же мне поступило предложение присоединиться к ансамблю Берна. Пригласила меня Назгун Курбанова. Все это происходило параллельно, то есть я набирала детей, и мы готовились к первым выступлениям ансамбля Берна. Проработала я там недолго, так как у меня получилась травма. Месяца, наверное, 4, и я получила травму с коленом и больше танцевать не смогла. Потом уже занималась лечением, и поэтому я продолжила педагогическую деятельность дальше. В июне месяце я объявила набор детей с 3 лет. В августе я уже решила открыть свою школу. Так получилось, что я как-то садилась в Айнабулаке в такси, увидела, что здесь сдается помещение, зашла, посмотрела, что это швейный цех, то есть это был просто полностью пустой зал. Поговорила с родителями, поговорила с мужем, и мы решили открыть уже свое, так как 7 лет, получается, я вот с момента поступления в академию я работала педагогом-хореографом, уже хотелось открыть свое именно уйгурское, потому что все это время я преподавала классический танец, балет преподавала детям, и мне всегда хотелось открыть свою школу, где я буду преподавать методику преподавания уйгурского танца, именно буду туда включать классический танец, так как классический танец — это основа всех танцев. И получается, вот так вот сбылась моя мечта. Yaxşı, әжейіп. Әнді менеке енді сізге қойдан суалым. Сізнеке мана мұшу кәмгечен сізнеке ұтықларыңыз тоғырлық. Азыр етмедіңіз, шылар тоғырлықмен суал қойдадым. Өзіңізге еткен ұтықларыңыз. Әнді бұның мұшу мектептін ашмай тұрып, әмді менің ойымча, менің білішімче. Сіз чәтелләге көп бадыңыз. Өзіңізге чоң конкурслар қатнаштыңыз. Сізге чоң ердем қылды. Мұнаған әткенде ұстазлар. Шо тоғырлық қысқыч малымат бәсіңіз, қысқысы сөйлеп бәсіңіз. Да, на международные конкурсы я съездила благодаря академии. Как я и говорила, в академии началось все самое интересное. На первом курсе зимой, в феврале, Гульнара Юсуповна мне предложила съездить в Татарстан на конкурс. И тогда, вот, так как у меня не было танцевальной практики, мне ее было очень мало, я в основном вот у Дильбереда училась, но не выступала. Поэтому Гульнара Юсуповна мне сказала: давай научимся танцевать с пялками на голове. То есть у меня был очень маленький срок. Вот благодаря Гульнаре Юсуповне я сейчас умею танцевать с пялами на голове. Это у нас наследие уйгурского танца. За такой маленький срок, за 2,5 недели мы с ней подготовили 2 танца. Первый танец был это танец с пялками, второй это был казахский танец ахкум. С этим номером я от имени академии, от имени Гульнары Саитовой поехала в Татарстан. Среди 140 участников из разных стран я заняла 2-е место, лауреат 2-й степени. Шуақта баға чыгды, сіз азырда басыз Татарстанға бардым деп. Шу Татарстанға бағанда өзіңіздің қана хис туйғыды болдыңыз сіз. Немшке десеңіз, чәтәлі ғой бәрбір мұмлығын әткенде. Өзіміздіңкі ұйғырның ұсылы сәхнеге чыққа вақтыда халықнеке көз қаршы қанақ болды. Қанақ қаршы алды сізіне? Ой, ну, вообще Татарстан такой, можно сказать же, схож с уйгурским языком некоторые такие моменты. И когда я танцевала уйгурский именно с пялками, все были просто в шоке именно в конце. Все вначале думали, что я их приклеила, что это были пластиковые пялки. И именно в конце, когда
Ты снимаешь все пиалки, еще и потом наливаешь воду. Все там встали, что родители других участников, даже жюри. И там, кстати, в жюри сидел один из педагогов ГИТИСа, Московского университета. И он даже встал, похлопал, и потом мне говорит: покажи, говорит, пиалки. Они, когда я вышла, они посмотрели, говорят, а мы думали, говорит, это пластиковые. Вот, и казахский танец тоже им очень понравился, потому что казахский танец, он отличался именно пластичностью рук. Ну, съездила я с очень такими хорошими впечатлениями, просто вообще ездить на международные конкурсы, конечно, это классно. Особенно, когда тебя вот так вот встречают, тепло, и когда ты еще занимаешь хорошие призовые места, с такой гордостью еще возвращаешься, то это просто незабываемые такие моменты, можно сказать. Yaxşı. Әнді менеке азыр сөз тұғылып атыды. Қараң, сізде мана мұш күнге, мана азыр сіз тылға аларлық алдын қатақы ұсылшылар, ені педагог болып кебатсыз, дұрыс қой. Әнді сізнеке, менеке қойдаған суалым сізге, сізнеке айлыңызда мұшындақ ұсылшы, ені бұл сәнәт еқіні кім? Я дадыңыз мұ, я апыңыз мұ? Шылардың бір айлыңызды бір ба мұ сізде мұшындақ сәнәт елді кетіп баған? Вообще у нас семья, можно сказать, близка к искусству. У меня очень красиво танцует папа, очень красиво танцует брат. Они к тому же еще очень хорошо поют. И среди родственников, кто идет сейчас на именно профессиональном пути, это мои братья, певцы. Это Алымджан Абдулаев, который работает в Уйгурском театре. Это Михрат Рахмеджанов. И с маминой стороны брат Михрат Аметов. Все его сейчас знают как классного тамаду. Дұрыс, әміміз соны Михрат Аметовтың, азыр алдын қатардыки, мұнан өткенде біздікі ел тойланы ипмаңғучи. Да, я даже могу подчеркнуть, что благодаря Михрат Акашке вот я пошла по этому пути, потому что родители и Михрат Ака, они были, можно сказать, у истоков начала моей танцевальной деятельности. Меня и Михрат Ака возил. Даже, знаете, был момент, когда я готовилась к концерту вот Амани Сахан, Малика Рузахунова. Вот, и как-то с экзаменами не получилось участвовать, и спустя несколько лет вот я поступила в цирковой колледж. Шахинур, әжайып, біздіңке сөйіп бітімішінде қыз батыды. Менің қойдаған суалым сізге. Сіздіңке мұшу азырқы еп кетпаған өзіңіздіңке мектебіңіз тоғырлық. Қанчы бал азыр оқу атыды, қанчы ұстазлар бар сізде, что тоғырлық бізіға сөзлеп берсеңіз. У нас школа называется Sunshine. Почему Sunshine? Мне понравился перевод. Sun — это солнце, Shine — это свет. Я всегда хотела себе светлую, большую студию. И именно я хотела школу хореографии, работать именно по методике, то есть по методике, которую я получила в академии. То есть пошагово строить, да, из ребенка вначале, благодаря классике, поставить спину, развить гибкость. И далее, благодаря народно-сценическому танцу, благодаря методике уйгурского танца, уже в дальнейшем выстраивать из ребенка танцора, который умеет танцевать профессиональные уйгурские танцы. И сейчас мы, вот, можно сказать, на стадии обучения. В нашей школе в августе исполнится год. Мы открылись 10 августа 2021 года. На данный момент у нас обучается около 70 учащихся. Ұстазлар чо, кімлер бар сізде? Ұстазлар танысып. Я өзіңіз яңғыз еп кетіп барамыз бұны. Ярдәмчілеріңіз бар ма сізде азыр? Среди педагогов это я. Далее Мукарем Шаимовна. Вот, мы сейчас с ней вдвоем преподаем. Шахинур, біздіңке Қадам ТВ каналыныңке чұрым топи тәйірліған сізді ғырлық сюжетіні бірге көрелі. Қыны, мәрхамет. Спиночка, 6, 7, где ваши лица? 4, еще. По одному голова. 2, 3, 4, спиночку еще. А теперь вот так я не сижу, да? Потяни спиночку еще один раз. Пошли. И направо. Раз. Ушко положили на место. И натяни носочек, Сабина. 2. Тяни носочек. И 2. Еще колени тяни. И раз, натяни носочек. И
опускаю, смотрю точно вперед. Подбородочек на подставочке, животики втянули, лопатки подтянули. Приготовились. Стопочки ровные. Пошли. И раз, натянуть носочек. И два. И. И. Раз, два. Стой. Три. Четыре. В другую сторону. Пять. Шесть. София, я здесь. Сели диагональ. Dona donam bir dona, kılma beni divana. Sana aklım hayrana, benim gönlüm veyrana. Dona donam bir dona, kılma beni divana. Sana aklım hayrana, benim gönlüm veyrana. Вниз, прям расслабь ручки. Вот. Остановились. Одна ручка. Вниз. Поднять наверх. Ручка трясется, вот. Раз. Сейчас. Трясем. Давай. Вперед, ручки. Девочки, ручки вот так, да? Вперед, да. Вот это и вот. Поднесли ручки. Стоим. Сейчас. И ручка. Два. Сейчас. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. И раз, два. Молодцы. И два. И раз, два, три, четыре. Нижняя ручка чуть опаздывает. И раз, два, три, четыре. Точка. Голова. Назад. Шаг. Точка. Assalamu alaikum, мен Кадырова Зульфия. Мен қызымны Sunshine студиясыға Анвар Шахинор педагогымыз. Қызымны мұшы школа айкаватқанымға 2 июнь 1 жыл болды. Біз мұшы 1 жылның ішінде қызым ұсылан ойынды ек ұсылыба, біз әрқачан бірінші орын гран-приланы алымыз.
Шахинурга итидиганым мушу мектебе һәр качан өләбесун, бала көп келебесун. Құтқылан тілейме Шахинурга. Ассалаумағалейкум. Бүгін мына біздің қарындасымыз Шахинур Анварованы туралы сұхбат беріп тұрмыз. Шахинур менен танысқанымызға мына көп болмаса да біздің Радуга деген балалар дамыту орталығы бар, сеть. Бірнеше филиалдарымыз бар. Сол филиалдардың балаларын осы Шахинурдың мектебіне алып келіп, әртүрлі өнерлерге үйретіп жатырмыз. Нәтижесі өте жақсы. Ата-аналар да бізде қуаныштымыз. Бізге Шахинурдың көмегімен біздің ата-аналардың алғыстарына ие болып отырмыз Шахинурдың арқасында. Шахинурдың арқасында бізге келіп жүрген балалар да өздерінің өнер жағынан дамытып, жақсы табыстарға жетіп отыр. Енді ары қарай да Шахинурға тек қана табыс тілейміз, жұмыс алға басып, осы біздің балалар дамыту орталығы Радуга менен Шахинурдың арамыздағы қарым-қатынасымыз ары қарай жалғасады деп ойлаймыз. Бүгінгі күнге біздің центрға келген балалардың бәрі, ата-аналардың бәрі өздерінің топтарына, группаларына, туған-туысқаны жақындарына айтып, балалардың саны, осы хореография мектебіне келетін балалардың саны ұлғайып келетір. Көп рахмет, осындай жас талантты біздің жастарымызға өнер үйрететін жастар көп болса екен деп ойлаймыз. Рахмет. Ассаламу алейкум. Я сегодня хочу немножко рассказать о своей, можно сказать, ученице Шахинур Анваровой, которая много лет, можно сказать, работала у нас в ансамбле, была солисткой ансамбля «Парвас», показала себя на больших сценах с очень хорошей стороны, сольные номера. Но на сегодняшний день Шахинур чуть-чуть отошла от сцены и отдала себя педагогике. Но ее любовь к танцу, наверное, любовь к искусству, ее трудолюбие на сегодняшний день, все вот эти качества помогли ей, наверное, открыть сегодня большую школу хореографии, в котором обучаются дети, причем очень маленькие дети. И еще хочу отметить, так как Шахинур сама закончила колледж Елебекова, и на этом не остановилась, закончила академию имени Жургенова и получила высшее образование. На сегодняшний день ей это помогает и в обучении детей. Я сегодня хочу пожелать Шахинур творческих успехов, много хороших учеников, достойных учеников, ей самой много терпения, здоровья, и надеюсь, что ее вот эта школа в будущем разрастется, будет очень большой, будет на профессиональном уровне, не хуже будут как в высших учебных заведениях, также отсюда будут дети выходить с полной обучающей программой. Әжайып бопты. Әмді Шахинур, сініке, өзіңізніке алдыңыз қойған мақсатларыңыз, арманларыңыз бар ма? Да, конечно, есть. Первое, это чтобы наша школа росла, чтобы мы открылись еще в нескольких местах по городу, так как мы сейчас открылись только в Айнабулаке. Конечно, хотелось бы, чтобы мы еще открылись в других частях города. Второе, я бы хотела можно сказать, что даже на пути к этой мечте я хотела бы преподавать там, где я получила все эти знания. Это в эстрадно-цирковом колледже. Как педагогом именно, у нас там говорят восточные танцы, это вот узбекский, уйгурский, то есть все эти разделы, именно педагогом по восточным танцам. Шахинур, сініке мұшу бізнеке Қазақстан бойынша, яғни Алматы бойынша, сініке ұсыл мектеплер болсын, ұсыл ансамбльдер болсын, ұсылчылар болсын. Шұла білән сініке алақыңыз қандақ сініке азырғы уақытта? У нас очень теплые отношения. Среди коллег сейчас это мои одногруппники, с которыми мы учились в академии, в Жургенова, в цирковом колледже. Мы встречаемся, иногда делимся опытом.
Есть также еще коллеги, которых я встречала во время выступлений. Вот один из них это вы. Хорошо поддерживаем отношения, то есть советуемся, иногда встречаемся. Әнді Шахинур сіздіңке, біздіңке hazırqы алдымызда, мұнағын әткенде, бізде hazır өсіп кеп атқан әвлат дейді ғой, бізде мұнағын әткенде ұсылчыла. Шылағы етілген өзіңіздің тілеклеріңіз болса, қыны мәрхмет әтсіңіз болды. Да, конечно. Желаю всей молодежи, которая хочет пойти именно по профессиональному пути в искусстве, будь это вокал или же танцы, желаю, чтобы вы не сходили с этого пути, достигали своих целей. Желаю всем здоровья, удачи, не останавливаться на достигнутом, учиться и идти вперед. Рахмет Шахинур, шунақ әжайып сөзден еттіңіз. Әнді сізге чоң рахмет етіміз. Мұшындақ вақтыңыз бөліп біздің студиярымызды кегеніңізге. Әнді біздің студияға кеген ұсыл шайдалар болғандың кейін, ұсылшылар болғандың кейін, біз сізні өзіңіздіңкі екі ұсылыңызны көмей студиядан қойып емейміз. Қыны уақытта көрерменлермен бірлікте сізнікі чырайлық бір ұсылыңызны бірлікте көрейік. Sürmem Xiyal kuğaç her gece Düşürümdə kürmem Yar keynindən yürümən Şirin xiyal sürmem Xiyal kuğaç her gece Düşürümdə kürmem Yürügümdə ot saldım Ot əməz bir çox saldım Ey pırağında kiyərmən Mana arman bu qaldın Pırağında kiyərmən Hürmetlik ekran aldıdaki körermen dostlar. Usul Şeydalı programısı muştum bilen tamam boldu. Bugün bizde mihmanı boğan Sunshine usul mehteminin beyde rehberi usulçı koreograf Anvar ve Şahinur. Yeni didarlaşıkçan hoş salamet bolunla. Size bilen boğan bille men İmran Bahtiyar.